Привет, республика! В разгар вашего дня врывается студия 11. Согласно правилам хорошего тона, в гости на ваши экраны мы пришли не с пустыми руками. И поверьте, в арсенале нашей команды есть кое-что получше и полезнее, чем просто сладости к чаю. В этом выпуске мы познакомим вас с интересными людьми, а еще дадим немало полезных советов, причем не только для людей, но и для ваших домашних питомцев. Давайте начинать. Пусть гаджет отдохнет. Почему так полезно устраивать Digital Detox? Она определяет истину. В Коми-научном центре готовится отметить День российской науки. Одним кормом сыт не будешь. Или все-таки будешь? Разбираемся, как правильно кормить котов. Без чего точно нельзя представить современную жизнь, так это без мобильного телефона. С помощью маленькой коробочки мы можем не только поддерживать связь с человеком в любой точке мира, но и получать интересующую нас информацию. Однако за фасадом несомненной пользы скрываются и очевидные минусы мобильной лихорадки. Бесконтрольное использование смартфона вызывает у человека психологическую зависимость. Живое общение все больше сменяется виртуальным, а для досуга мы чаще выбираем то, что умещается в плоскости сенсорного экрана. Одним из первых еще в начале нулевых внимание на эту проблему обратил журналист и литератор Фил Марсо. По его инициативе в календаре праздников появился даже день отказа от мобильного телефона – 6 февраля, то есть сегодня. Всем нам предлагается на сутки забыть о своем смартфоне, чтобы ощутить жизнь без телефона ничуть не хуже, а может быть даже и лучше. Вот что об этом думает психолог. Гаджет – это что? Это удобство, это наша зона комфорта, и терять ее иногда очень даже полезно. Дело в том, что мы заложники стали уже этой ситуации, мы без них уже очень себя некомфортно чувствуем. Проведите эксперимент, оставьте намеренно свой гаджет, своего друга дома и попробуйте, прочувствуйте, что вы будете ощущать первые полчаса, час. Уверяю вас, через 2 часа вы расслабитесь, через 3 подумайте, как здорово, что его нет со мной. Ну а когда вы с ним вновь воссоединитесь, ничего страшного и не произойдет на самом деле. Уже послезавтра научное сообщество нашей страны отметит свой профессиональный праздник – День российской науки. Изо дня в день наши ученые делают вклад в развитие государства и общества. Их труд – основа прогресса и улучшения качества жизни. Во все времена Россия славилась сынами науки, благодаря которым было сделано не одно открытие, изменившее мир. Так, например, мы стали первой державой, где было разработано учение о биосфере. Впервые в мире в космос был запущен искусственный спутник Земли и введена в эксплуатацию первая в мире атомная станция. Большой праздник в честь Дня российской науки пройдет в стенах Коми-научного центра. Подробнее о нем нам расскажет гость нашей студии Евгения Антропова, кандидат геолого-минералогических наук. Евгения, здравствуйте, рада вас видеть. Добрый день. Со дня открытых дверей, пожалуй, начнем. Вообще, как часто можно познакомиться, вот так вот посмотреть, потрогать, весь этот процесс с ним познакомиться в Коми-научном центре? Ну, наука, да, это такое дело, получается, что широкой общественности больше известны именно результаты научной деятельности, а именно сам процесс, он обычно скрыт от глаз обывателя. И как раз День науки – это такой хороший повод, когда Коми-научный центр распахивает двери всех своих институтов, и вы можете познакомиться, пощупать, как вы сказали, именно то, что остается обычно за. И раз в году всего лишь можно это сделать, как я понимаю. Это наше традиционное мероприятие. Каждый год в День российской науки вы можете познакомиться со всеми направлениями исследований, которые ведутся у нас в Коми-научном центре. В каждом институте проводятся разные мероприятия. Я знаю, что помимо лабораторий Коми-научный центр богат еще и музеями. Насколько знаю, у вас их 3. Да, все верно. У нас есть геологический музей, археологический музей и зоологический музей. Ну, геологический музей, наверное, наиболее известен. Там самый крупный, самый такой значимый экспонат. Наиболее известный, скажем так, экспонат – это скелет целого торбозавра, который даже имеет свое имя, его зовут Кеша. В зоологический музей – это тоже довольно уникальная коллекция. Там только насекомых 100 тысяч. Идешь, и стена вся в бабочках. И кроме того, есть около 3000 видов животных. Например, там есть уникальный позвонок кита.
большого кита большой позвонок, чучело волка. То есть тоже такие вещи, которые достаточно интересны. Кроме того, есть археологический музей. Казалось бы, что наша жизнь на севере достаточно суровая, да, и можно подумать, что жилось здесь людям тяжело и было не до украшений. Но на самом деле и в этом музее есть достаточно уникальные находки. Например, там есть такой экспонат бусы из янтаря иранского происхождения. То есть в какое-то древнее время эти бусы достигли Республики Коми. А с учеными все-таки познакомиться как-то можно будет? Да, в том числе будут встречи с учеными, будут проводиться лектории. Для тех, кто не хочет ходить в музей, да, и не хочет ходить на мастер-классы, допустим, можно просто прийти на лекции. Будут лекции по совершенно разным направлениям. Кроме того, например, вот Институт геологии проводит серию мастер-классов, где вы сможете увидеть под микроскопом горные породы. Да? Есть большая разница, как видят люди горные породы, и как их видят под микроскопом ученые. Также и в Институте биологии есть большая разница, как видим это мы, и как видят биологи под микроскопом свои препараты. Кроме того, допустим, будет проведен мастер-класс по добыче шлихового золота. Вы, наверное, видели в фильме, да, как моют в реках золото? Наши ученые это могут делать даже в лабораторных условиях. То есть те пробы, которые отобрали летом, их привезли и в лабораторных условиях также проводят шлихование, то есть можно выделяют ценные минералы. То есть если вы будете участвовать в этом мастер-классе, возможно, вам повезет, и вам достанется проба, где есть какие-то ценные минералы. Ничего себе, и правда, очень много интересного. Я думаю, что люди заинтересуются, куда же им звонить и спрашивать. Как-то записываться нужно ли предварительно? Да, обязательно предварительная запись, чтобы мы могли организовать процесс таким образом, чтобы все людям досконально и полновесно рассказать и показать. Вся информация размещена на сайте Коми научного центра, там же указаны контакты по каждому направлению. Евгения, спасибо вам большое за информацию. Я уверена, что этот праздник науки будет пользоваться самым настоящим успехом. Мы ссылочки все прикрепили. Звоните, записывайтесь, не отказывайте себе в удовольствии погрузиться в научный мир. Питание – залог здоровья, и этот факт относится не только к людям, но еще и к животным. Рацион пушистых, как и человека, должен базироваться на 3 правилах. Никакой химии, сбалансированное содержание белков, жиров и углеводов, а также достаточное количество чистой воды. Вместе с ветеринаром Евгения Кладкевич попыталась разобраться, как правильно кормить кошек, и сделала вывод, что не каждому корму в магазине можно доверять. Это милое существо по имени Фиона в ветеринарной клинике агропромышленного техникума поселилось не так давно. Прошлые хозяева с кошкой обошлись жестоко, выгнали жить в подъезд. Новый дом черной красавице подарили ветеринары, и здесь для комфортного пребывания Фионы есть все необходимое. Место для сна, большая территория для прогулок и еще специалисты, которые всегда присмотрят за здоровьем пушистого новосела. В первую очередь под контролем питания кошки. Наша кошечка весит 3 килограмма 700 грамм. Мы смотрим количество корма. И примерно надо 45 грамм. Сейчас мы эти 45 грамм отмеряем на весах. Вот, это ее дневная порция. На первый взгляд может показаться, что порция слишком маленькая. Однако успокаивает врач, этой горсточки вполне хватает. Ведь в питании кошки главное не количество, а качество употребляемого корма. При его выборе важно смотреть на состав. В списке ингредиентов на первом месте обязательно должны быть продукты животного происхождения. Показателем хорошего качества будет содержание белка не менее 35%. Кошка – это облигатный хищник, в ее рационе должно быть мясо, но еще и углеводы и жиры. То есть он должен составить рацион, посчитать, сколько в его рационе белка, жира и углеводов, витаминов. Конечно, это просто хозяин, но очень сложно, поэтому есть готовые корма, в которых уже все рассчитано. Есть среди заводчиков и те, кто буквально разделяет свой стол с домашним любимцем. Кормить кошку обычной человеческой едой, конечно, можно, но нужно соблюдать правила. Выбирая для питомца такое кормление, очень важно в зависимости от веса и его возраста рассчитать точное количество граммов всех продуктов. А иначе животное будет либо недоедать, либо переедать, или же его организм станет страдать от нехватки витаминов. Очень любят кормить супами, кашами, но
Во-первых, мы туда добавляем много соли. Для животного это избыток соли. Во-вторых, мы добавляем различные приправы. Это тоже противопоказано животным. Поэтому еда для них должна готовиться отдельно, конкретно для данного животного. Оно может быть разным, может быть беременным, может быть кормящим, может быть стерилизованным. И потребности у такого животного разного, а мы кормим со стола как себя. Мясо можно давать как в вареном, так и в сыром виде. Последнее перед употреблением обязательно должно быть подвержено заморозке, чтобы избавить продукт от возможных паразитов. А вот сырую рыбу лучше полностью исключить. Дело в том, что в ней содержится витамин В, который на животный организм оказывает разрушающий эффект. И еще, ни в коем случае не поите кошачьих молоком. От него у них почти всегда возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом. А о боли в животе, как бы мы ни хотели, усатые мурлыки сообщить нам не могут. Прямо сейчас мы прервемся на небольшой перерыв, во время которого вы сможете поднабраться сил для второй части нашего инфозабега. Не переключайтесь, самое интересное ждет вас впереди. Это «Студия 11», ресурс полезной информации и развлекательного телеконтента. И вот что ждет вас во второй 10-минутке нашего выпуска. Новая генерация. Узнаем, как обстоят дела у наших футболистов. Суета под музыку. Потанцуем в стиле хасл. Поддерживая семью, развиваем республику. Конкурс под таким названием в рамках нацпроекта «Демография» продолжает объединять все большее количество инициативных работников нашего региона. Он направлен на выявление в Коми-крае лучших корпоративных практик и обмен опытом для поддержки работающего населения с детьми, повышения их социально активной роли. В 2023 году конкурс проводится для работающих непроизводственной сферы с численностью трудящихся в организации до 150 человек. Цель конкурса – мотивация руководителей предприятий и учреждений к созданию благоприятных социально-трудовых условий для работников с детьми. Прием заявок осуществляется до 15 мая. Успейте поучаствовать. Недавно наша новая генерация одержала верх в четвертьфинале Кубка России по мини-футболу. Со счетом 5-3 сыктывкарская команда обыграла соперников из Югорска. Об удачном выезде, а также о том, как у команды дела в целом, нам расскажет один из ее игроков, нападающий Александр Симуков. Александр, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте. Но сначала давайте про четвертьфинал Кубка России. Как все прошло вообще? Да, отлично. Съездили 28 января, сыграли с «Газпромом» игрой. Они действующие чемпионы страны, на секундочку, и мы их обыграли. Как себя чувствовали после этого? Так, вау, наверное. Ну, такие были эмоции. Мы вроде и выиграли, но дальше мы не прошли, к сожалению, финал 4. Ну, ничего, сейчас все силы бросим на чемпионат России. Кстати, он длится весь сезон, насколько я знаю. Да, все верно. И как вы сейчас к нему готовитесь? Что вообще происходит в футбольном мире? Готовимся, тренируемся каждый день. Ближайшие игры у нас 10-11 февраля, это «Газпром» игра, опять же. Вот. Потом 17-18 также дома играем с «Торпедо» Нижегородским. Вот, готовимся к ним, все силы туда. Я знаю, что в новом сезоне у вас появился новый тренер. Да, все верно. Как-то изменилась ли с ним вообще жизнь футбольного клуба? Ну, конечно, новый тренер, новые правила, его какие-то наработки свои. А так, в принципе, футбол тот же самый остался, он ничего кардинально не стал менять. Также играем в свой атакующий, быстрый футбол с подключением вратаря. Если вообще говорить о том, о делах в команде, то есть, может быть, кто-то новенький к вам присоединился, кто-то ушел, то есть чем сейчас живет новая генерация? Да, сейчас сильно состав-то не поменялся, все те же самые. Так подключаем вот с дубля игрока, вот Георг Манциканян к нам помогает, пока трое отсутствуют у нас, в том числе и я. Восстанавливаемся после травмы. Это я, Илья Рубцов, Данил Новик. Вот пока восстанавливаемся, подключаем с дубля. Футбол популярен во все времена. Неудивительно, что родители хотят своих малышей отдать как можно раньше заниматься, с мячиком побегать. Вот можно ли это сделать в стенах новой генерации? Да, конечно, у нас есть своя академия. То есть там с малых вообще лет, не знаю, с 5, может даже раньше, люди приводят своих детишек. И затем у нас есть и спортивная школа, и то есть у нас все эта система налажена, юниоры,
дубль и основа. То есть можно вот по ступенечкам вверх от детей до основной команды вырасти, как и мы, в принципе. Пример тому, что можно, начиная с детей, и играть в чемпионате России на самом высшем уровне. И за какое примерно время можно вырастить чемпиона? То есть, если в 6 лет пришел, там, через лет ты, не чемпионом, может. В основную команду через лет 12 так можно точно попасть. Вот этот вот сезон 2022-2023 года подарил уже нам немало матчей. Вот в марте вы будете играть с Ухтой. Да. Что ждете от этого матча, потому что до этого вы оба раза сыграли в ничью? Коми-дерби — это всегда такое, так сказать, бескомпромиссная борьба, там, ажиотаж большой вокруг матча. Даже в этот раз, когда Ухта приезжала к нам, у нас билборд в центре Сыктывкара был, Ухты. То есть они там писали, что едем к вам, то есть такой, знаете, тоже подогрев был небольшой. И так, аншлаг на трибунах, всегда у нас битком болельщики приходят, с Ухты болельщики приезжали. А на площадке всегда борьба, накал, то есть вообще очень такие матчи захватывающие получаются. В этом я не сомневаюсь, и у вас сейчас есть прекрасная возможность на ближайшие матчи пригласить наших зрителей. Вот в эту камеру это можно сделать, поэтому прошу. Приглашаем всех 10-11 февраля на матчи с «Газпромом» игрой и 17-18 с «Торпедо» Нижегородским. И в Ухту тоже приглашаем, чтобы люди приехали, нас поддержали. Обо всех остальных матчах можно уже смотреть на сайте или в группе ВКонтакте. Да, все верно. Спасибо вам большое за информацию. Желаем вам ярких побед. Надеемся, что еще не раз с вами пообщаемся в стенах нашей студии. Или на футбольном поле, что тоже интересно. Благодарю. Спасибо. Было приятно. Эх, суету навести охота. Обычно эта фраза не несет ничего хорошего, но только не в случае с танцами. Есть в дэнс-сфере такое направление, как хасл. Это парный танец, основанный на хаотичных движениях и импровизации. Недавно команда нашего телеканала посетила мастер-класс по хаслу, и получилось очень даже ничего. Знаем, что ты танцуешь музыку фанк, диско, парные танцы, такое направление, как хасл. Расскажи об этом поподробнее. Полное название танца, которым я занимаюсь, Latin Hustle, латинская суета. Хасл можно перевести как суета, вращение, не только в танце, но и в жизни. Движуха. Да. А чем эта музыка хасл отличается от той музыки, к которой мы привыкли как обыватели? Смотрите, все люди одинаковые, но в то же время разные. И когда мы живем на больших расстояниях, возникают разные культурные явления. У нас в Европе, а мы часть Европы, мы привыкли к мелодии. Мы любим петь, это в наших традициях. И мелодия превалирует в нашей музыке. А ритм где-то на втором плане. А на американском континенте все наоборот. Преобладают в инструментах ритмический рисунок. Это главное в музыке. Это могут быть не только ударные инструменты, но и струнные. И все вместе они могут создавать такое ощущение грува, когда не хочется сидеть на месте, хочется танцевать. Конечно же, да, конечно же, мелодия тоже там присутствует, но она не на первом плане. Прежде всего, любому человеку должно нравиться то, чем он занимается. Вот мне нравится то, чем я занимаюсь. Это видно. И я это транслирую вокруг себя. Ко мне присоединяются какие-то люди разные, высокие, маленькие, взрослые. И я пытаюсь донести им, рассказать про эту музыку, показать ее. А понравится она им или нет, это то решают только они. Хотелось бы уже попробовать. Уже не стоится на месте, на самом деле. Да, и хотелось попробовать потанцевать. И надеюсь, ты нам сейчас покажешь пару движений. Ну что, друзья, давайте сделаем первые шаги. Да будет хасл. Да будет хасл. Поехали. Начнем с базового шага. Парные танцы характерны базовыми шагами. Они могут быть разными, простыми, сложными. Есть целая система базовых шагов. И раз, два, три, 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 ага. Было неплохо. Every
Дима, спасибо большое за экскурс в историю, в такую крутую теорию. Видно, что ты этим живешь. И спасибо за то, что погрузил меня с Полиной в то, что нас объединяет. Ну что, вам спасибо за погружение. Погружались вы неплохо. Честно? Легко. Да? Это самое главное. Главное, то, чем вы занимаетесь, отнеситесь к этому легко, и это явление вас отблагодарит. Эфир студии 11 подошел к концу. Мы были рады провести с вами время, но сейчас наша команда отправляется на подготовку уже нового выпуска, который мы покажем завтра. Увидимся. Пока-пока.